вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 28 июня. Реализация соглашения. Президент и замглавы правления компании «Газпром» обсудили вопросы газификации. Делегаты обсудят актуальные для Осетии вопросы. 24 августа в республике пройдет съезд осетинского народа. Отмечен высокий уровень написания картин. Состоялась защита дипломных работ молодых художников. Реализация соглашения о газификации Южной Осетии была обсуждена сегодня во время встречи президента Анатолия Бибилова и заместителя главы правления компании «Газпром» Валерия Голубева. В ходе совещания была создана рабочая группа из представителей обеих сторон. Роза Тедеева с подробностями. Анатолий Бибилов, приветствуя гостей, отметил большой вклад руководителя делегации от «Газпрома» Валерия Голубева и поблагодарил за активную работу при строительстве газопровода Дзуара-Кавцхимвал и всемерную помощь по другим вопросам, касающихся обеспечения поставок газа в Южную Осетию. Предстоит большая работа по газификации районов республики, и сегодня стороны обсудили дальнейшие совместные действия. Идет работа над реализацией пунктов соглашения по газификации, подписанного на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Мы решили, что дочка «Газпрома», которая будет здесь работать, он возьмет на себя полностью обеспечение газом Республики Южная Осетия, проведением и развитием сетей газоснабжения Республики Южная Осетия. И это самая главная цель и огромное желание людей, которые сегодня живут в населенных пунктах Республики Южная Осетия. Они этого ждут очень давно. И я очень рад, что мы начали фактически его уже реализовывать. Еще в 2015 году была разработана и утверждена генеральная схема газификации районов республики. Все документы согласованы. Сегодня нет никаких препятствий для начала газификации, заверил заместитель председателя правления «Газпром» Валерий Голубев. Мы полагаем, что все процедуры, которые проистекают из подписанного в Санкт-Петербурге межправительственного соглашения, они могут быть завершены еще в рамках этого года. И ратификация этого документа, и консолидация активов южно-осетинской компании, и появление стопроцентной компании с нашим участием. И после этого сразу наступает наша ответственность, как мы были подписаны, в том числе вами, соглашение о том, что в течение 5 лет, но я думаю, что 5 лет это много. Та программа, которую здесь нужно решить, она может быть решена значительно быстрее. Вот, если мы решим вопросы с управлением земли, с получением разрешений, с прохождением экспертизы, но если они не будут являться препятствием, то сама физическая работа она не вызовет никаких больших затруднений, на мой взгляд. Президент Анатолий Бибилов предложил в рамках предстоящих мероприятий по газификации построить в республике несколько газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей. Это предложение было поддержано российскими коллегами. Правильно было бы для республики построить 1, 2, а может даже 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. То есть таким образом перевести весь автопарк республики на газовое топливо. Это экологически лучше и дешевле, и в определенной степени тоже загрузка нашей газовой инфраструктуры. Это абсолютно правильный подход. И мы здесь всячески с этой стороны будем вас поддерживать. Я думаю, что это будет необходимо. Причем я думаю, что основной транспорт, который там те же транспорт государственных структур, мы их, конечно, должны перевести на сжиженный газ, чтобы они работали на сжиженном газе. Это, во-первых, большая экономика для бюджета Республики Южная Осетия, и это, в принципе, и развитие газовой компании, той же дочерной предприятия, которое здесь будет на территории Республики Южная Осетия. Правительство республики будет плотно работать с представителями «Газпрома». Не должно быть никаких проблем при выделении земель, по которым будут проходить газовые сети. Все документы с юридической точки зрения также будут подготовлены в срок. Что касается тех вопросов, которые связаны с образованием стопроцентной дочки «Газпрома», с теми возможными проблемами, которые могут быть, это и по прохождению нитки, это и по выделению земли, межеванию земли и так далее, все вопросы, которые будут связаны. Я думаю, что правительство республики будет очень плотно работать с представителями «Газпром» для того, чтобы минимизировать все возможные
проблемы, которые есть в плане юридических оформлений всех этих документов, касается Министерства юстиции. Здесь оно сидит, министр юстиции. Я думаю, что они все сделают для того, чтобы все процедурные моменты были в срок и точно выполнены. Во время совещания была создана рабочая группа из представителей обеих сторон. Им предстоит разработать дорожную карту, определить, какие мероприятия должны быть выполнены, чтобы подготовить кампанию, обеспечить проведение изыскательских работ и так далее. Созданная рабочая группа должна поэтапно решить все вопросы до начала практических работ по газификации. Роза Тедеева, Заур Устаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Частично разрушенное во время августовских событий домовладение ветерана тыла Великой Отечественной войны Зои Валиевой наконец-то отремонтировано. В течение 10 лет помощи не удавалось добиться. Теперь вопрос решен. По улице Октябрьская, 34, завершился капитальный ремонт второго этажа, в котором проживает ветеран тыла Великой Отечественной войны Зоя Валиева. Дом был частично разрушен во время военных действий 2008 года. Хозяева обращались за помощью во все инстанции. Помощь была оказана, поменяли крышу дома. Однако второй этаж был непригоден для жилья. В комнате в середине пола зияла огромная дыра. Ее заделать не удосужились. 5 мая текущего года Зое Валиевой исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра пришел президент республики Анатолий Бибилов. Увидев, в каких условиях проживает семья, он пообещал им помочь. По словам хозяйки дома, буквально на второй день строители приступили к ремонтным работам. После 2008 года он был поврежден. Попала бомба. Погибла моя сестра Лейла Абаева. Мы выражаем благодарность нашему президенту Бибилову Анатолию Ильичу. Если бы не он, я не знаю, смогли бы мы что-то такое сделать. Огромная благодарность ему. Жильцам дома ремонтируют также ванную комнату на первом этаже. По словам директора строительной фирмы «Шанс», дом будет сдан в эксплуатацию в течение нескольких дней. По поручению президента мы там проводили капитальный ремонт второго этажа. Это, то есть мы демонтировали полы, которые уже не были пригодны. Полы демонтировали, санузел полностью разобрали и заново. Там перегородки были, все это убрали. Отопительную систему сделали, колонки сделали. Потолки утеплили, новые полы поставили. И внизу ванна с туалетом тоже разобрали и заново все делаем. Вот такие работы там были проведены. Мы где-то месяц с лишним, вот там где-то месяц-полтора мы там работаем, уже вот близко к завершению. Приступили сегодня и к сносу частного дома по улице Коблова, который пострадал от прямого попадания снаряда в 2008 году. В этом доме проживали участники Великой Отечественной войны Тома Парастаев и Любовь Келихсаева. Рабочие уже приступили к демонтажу старого здания. Эти работы планируют завершить уже сегодня, а далее они приступят к кладке фундамента будущего дома. Дом будет строиться по проекту Хадзар. Это 80 квадратов, плюс подвальное помещение тоже 80 квадратов. Общая сложность где-то 160, но из них жилых 80 квадратов. Я думаю, в течение 3-3,5, ну максимум 4 месяца этот дом будет готов. Как призналась дочь ветеранов Великой Отечественной войны Фатима Парастаева, она на протяжении 10 лет обивала пороги различных инстанций, но безрезультатно. Домочадцы своими силами залатали дыру в стене, но от взрывной волны пострадали практически все стены дома. По всему периметру разошлись трещины. Вердикт комиссии был однозначным: дом не подлежит ремонту, легче снести и построить новый. Мы обращались, сразу же обратились, но, к великому сожалению, 10 лет прошло, и вот сейчас мы дождались, наконец-то, наш президент Бибилов Анатолий Ильич откликнулся и пошел навстречу лично мне, за что я приношу огромную благодарность. Необходимо отметить, что дома строятся на финансовые средства благотворительного фонда «Единство Алани», учредителем которого является Анатолий Бибилов. Агунда Губозова, Арсен Гасьев. Информационный выпуск сегодня. Продолжается выездная работа российских специалистов и угостинских врачей в районы республики. Диспансеризация является плановой. На очереди жители отдаленного села Синагур. Медики проведут осмотр около 200 человек.
В рамках интеграционного взаимодействия между Российской Федерацией и Южной Осетией продолжается выездная работа российских специалистов и югостинских врачей в районы республики. 2 июня врачи проведут диспансеризацию взрослого населения в отдаленном селе Синагур. Планируется осмотреть более 200 жителей. Население заранее информировано о проведении диспансеризации. Осмотр будут проводить узкопрофильные специалисты. Выезд будет со специалистами, такими как эндокринолог, кардиолог, невролог, педиатр, реабилитолог, хирург. Также планируется лабораторное обследование. Целью диспансеризации является выявление групп людей с социально значимыми заболеваниями, такими как диабет, психиатрические заболевания, туберкулез, сердечно-сосудистая патология. Количество обслуживаемого населения составляет 260 человек на сегодняшний день. В связи с труднодоступностью населенного пункта люди не всегда имеют возможность выехать для получения адекватного обследования, поэтому такие выездные бригады будут планироваться как минимум 2 раза в год. В начале нового месяца также планируется проведение диспансеризации детского населения Ленингорского района. Перед главным педиатром республики Людмилой Гигулаевой поставлена задача своевременно оповестить население и организовать работу по приему юных граждан. Мы направлены в Ленингорский район для того, чтобы обследовать детское население для подготовки к дальнейшей диспансеризации. Численность детского населения Ленингорского района составляет 509 детей. Но в Ленингорский район точно так же по другим данным заходит, то есть имеет пропуск 625 детей. Для того, чтобы радиус обслуживания Ленингорского района 67 километров, это населенный пункт Балан или Карчох, а с другой стороны населенный пункт Ахмадж. Там находятся модульные ФАПы, и все условия для того, чтобы обследовать детский контингент, там имеются. Наша основная работа для того, чтобы подготовить к диспансеризации детского населения, которая совместно с российскими специалистами, перечень и номинование тех специалистов, которые понадобятся нам в дальнейшем. Для этого наша задача обследовать детей, провести санпросвет работу для того, чтобы они активно принимали участие в диспансеризации. Организация выездных осмотров позволяет жителям труднодоступных районов получать максимальную медицинскую поддержку. Выездные работы будут проводиться планово. Ирина Битева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Вопросы возрождения осетинских традиций, культуры, национального сплочения народа, единения Севера и Юга Осетии и другие актуальные темы будут обсуждены на съезде осетинского народа, который пройдет в Южной Осетии 24 августа этого года. Для проведения столь масштабного общенационального форума требуется большая подготовительная работа, которая уже началась. Приближается день, когда в рамках проведения 10-го съезда Международной общественной организации Высший совет осетин здесь, в Южной Осетии, соберется сотни делегатов со всех стран мира. Вопросов для обсуждения очень много, но особо кропотливая работа будет вестись над самыми проблемными. 24 августа в республике пройдет одно из важных событий этого года – съезд осетинского народа. В работе форума примет участие около 600 человек. Тем для обсуждения у делегатов общенационального форума предостаточно. В числе самых проблемных – вопросы возрождения осетинских традиций и культуры, духовности и национального сплочения народа. Но самым главным является обсуждение единения Севера и Юга Осетии. All-Calder could kind of add one, you would do nothing at Sabun than this over. Think we how do the Rosa is the Vozik in Dertana, my how do Judista. Must take Kazana, however, Povisko and Asavestafala, Ron Hosemida Gugenis, Shamastemana Postanovlin, particular at the Corosam, but Saludan Bohasa. Mana the Tarsugumba, Kobukotlovino, Vodonta, Shetato Tefesafton, Udunko, Mokuna Kana, after June Bodan, Chala Mata, Fajulist, Nisho Geneva. After Children Bodo, Fajulist, did there a Boshuma, the Hoy Bohas, Bohuska there. Для организации такого масштабного мероприятия представители юго-осетинского отделения Старнахас трудятся не покладая рук. Но требуется и помощь простых граждан, ведь предстоит провести масштабное мероприятие.
Алвери Сергей Александрович Машурин Болтачита дарма Алвери Александрович Сергей Александрович но мачидайтер хусканы мана нахсана дану бузник зарфчо дерехишак казарнага Вомба найда нафараста найшот вомба кытыл кунафто фараста авто нажуран мана медо сотни тысяч кандерта что авто кута шамеда гома каражан бохусканам даровта гадан най эрн район тунчис от район совета сардорда Улун дөрөфсәнү дә бунот дәрсеннәй. Ул кем адам кем бит кануй. Хал хатыр кама хәдә хистәртимә. Мәнә ул мистәцә хистәртүмә болжура. Мен улун дәрнәй назар җитфала. Золны рот овер мофта күтәртә. Найгәнән ма районта юго кабинетта кемдәр сорой. Күт найгәнән. Искәнән. Районта дәрман городта. Пропаганда национальных традиций должна начинаться в семье. С детства должны закладываться знания о культуре, традициях и духовных ценностях. Если в настоящий момент не остановить массовое поклонение ложным ценностям, то в скором времени мы обнаружим, что упустили свой шанс на светлое будущее. Именно поэтому в подобную работу должна массово вовлекаться молодежь республики. Со 2 июля члены Юго-Осетинского отделения Сцернахас начнут объезд районов и сел республики, чтобы выбрать старейшин, представителей фамилий в комитет по фамильным нахасам. Стоит напомнить, что 6-й съезд Международной организации Высший Совет Осетин, или как ее называют в просторечии Сцернахас, прошел в Южной Осетии в 2007 году, и о нем сохранилась добрая память. Есть уверенность, что на таком же высоком уровне пройдет в Цхинвале и 10-й юбилейный общенациональный съезд. Ножим это шаттака на пакета мана чичо удунан хохамаш дар лаверте сорозамна золочи бодудунан. Ундар эдемидак пакеты мидак считаю же юлар самана Александрович Сеткутона. Я мидак шуджин том гахата эдемаже ал ручка тетта ужинис на эмблему. Эмблема дар считаю да сеткастан. Приглашение вариант это удундар считаste. Элмоц Давуд комацаха мана нахи Андрей считаю Бахусканама Давуд Коцака, это Магдостеда, Улундан Стефениканста, Седрозма, Коцаса. Национальный форум будет проходить в преддверии празднования 10-й годовщины признания суверенитета Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Это придаст работе съезда особую атмосферу. Отметим, что на съезд прибудут делегаты и из-за рубежа. Помимо работы в рамках съезда осетинского народа, делегаты съезда смогут принять участие и в праздничных мероприятиях, посвященных 10-й годовщине признания республики. Марьяна Чочева, Александр Кочев. Информационный выпуск «Сегодня». В этом году сократилось количество целевых направлений для обучения в российских вузах. Эту информацию подтвердила заместитель министра образования и науки Республики Элиса Гаглоева во время встречи с журналистами. Это обусловлено в частности и тем, что в текущем году состоялось открытие нового здания Юго-Осетинского госуниверситета, что, естественно, расширило возможности для повышения внутреннего образования. Именно этой цели добивается Министерство образования. Развивать высшее образование внутри государства нужно и очень важно. Почему? Потому что и научно-исследовательская работа, обеспечение кадрами нашей республики, квалифицированными, высококвалифицированными кадрами, это первостепенная задача всех, кто работает в системе образования, не только высшего, но и среднего образования. Поэтому уменьшение квотирования здесь вполне ожидаемо. И эксперты это не раз подчеркивали. В этом году у нас ситуация такая. По линии Россотрудничества для юго-осетинских выпускников было выделено всего 18 мест. Репортаж с брифинга смотрите в нашем завтрашнем эфире. 8 выпускников художественного училища имени Махарбега Туганова представили свои дипломные работы компетентному жюри. Члены комиссии положительно оценили мастерство художников, что в очередной раз доказывает высокий уровень учебного заведения и профессионализм педагогов. Сегодня состоялась защита дипломных работ молодых художников художественного училища имени Махарбега Туганова. 8 выпускников представили свои работы перед комиссией. Темы были разнообразны. Это и времена года, и любовь к родному краю, и работы, в которых отражена классика русской литературы.
В обсуждении дипломных работ приняли участие приглашенные специалисты, именитые художники республики, преподаватели учебного заведения, знатоки и ценители искусства. Среди них председатель парламентского комитета Юрий Габараев, который является и талантливым художником-резчиком по дереву. Председателем экзаменационной комиссии был начальник управления внутренней политики и администрации президента Мурат Ванеев. Все работы выпускников оценивались по достоинству. Классные, хорошие, готовые тут таких хороших, замечательных художников, специалистов. Я был в комиссии в прошлом году, получил просто колоссальное удовольствие. В этот раз принял предложение также прийти здесь и вместе с вами радоваться тому, что мы видим. Конечно же, экзаменуемые испытывали оправданное волнение, и это можно было легко прочитать по их лицам. Однако все присутствующие гости отметили высокий уровень подготовки и выполнения дипломных работ. Анна Дюоева только что закончила защиту своей работы и легко повторила рассказ о своей картине. Az mənə vəravdüstün Aleksandr Sergeyeviç Pushkin latsmıs prorok. Вось latsmıs izbirə arxayt fələcmə feynin kəni fəndidis xsəz bazarın Serafim kudur taxti əmə prorokan yəriv kud baverta sudska art cəməy prorok ravd gosafəstəmə əmə adamən xəssa noktsart. Öz bakustun duəməyə بیرال بقطم که زخنای قوزن من زندار منو دی فلا ماخر کنه گینال وردن ویچ خصم من کت تا باش شودیس. آشاز نمیاست رادون دو فاکولته دو عدلینی افیست آخر شپار از ما بقطم قدر مگی کست دست نیاد شما رای سوی نکبوده آخم عدلینی ما آشاز رادستوی سکسته تا افتم живописен костетародис обун на мажала мидек. Финг берзун ден безаду лошадис оше берекбун. В целом, защита дипломных работ художественного училища имени Махарбека Туганова еще раз доказала высокий уровень данного учебного заведения и профессионализм педагогического состава. Несмотря на всю сложность обучения в художественном училище, выпускники показали хорошие результаты. И можно с уверенностью сказать, что у Южной Осетии хорошее творческое будущее. Анжела Кукоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Накануне в Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школе стартовали спортивные соревнования, организованные Министерством образования Республики Южная Осетия. Цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение родителей к участию в дошкольной жизни детей. Всего в играх приняла участие 21 команда. Сегодня определились победители и призеры. В Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школе были определены победители семейного марафона «Мама, папа, я – самая спортивная семья». Инициатором проведения спортивных соревнований выступило Министерство образования. Сегодня сражались оставшиеся команды из 21 заявленных, в том числе команды из районов республики и города Аквайсан. Министр образования Наталья Гасиева поблагодарила всех заведующих и воспитателей, подготовивших детей. Министерство образования в лице начальника отдела дошкольного образования Азы Ханикаевой и родителей, принявших вместе с детьми участие в этом спортивном празднике. Особо подчеркиваем, что сегодня у нас на соревнованиях присутствуют папы, как участники. Только вот так, в единой, дружной семье мы можем показать ребенку, какой должна быть семья, и что у ребенка есть надежная опора в лице мамы и в лице папы. Спасибо вам большое, папа. Отдельное спасибо. Все участники были награждены дипломами, а отличившиеся кубками и подарками. Третье место в нелегкой борьбе досталось дошкольному образовательному учреждению номер 8. Детский сад номер 5 заняла второе место. Победителем стала команда детского сада номер 15. Вышло так, что сегодня выиграли мы. Мы благодарны всем. Спасибо и спортшколе, руководству спортшколы, и Министерству образования, и администрации города Цхинвал, которые общими усилиями организовали вот такой хороший праздник для детей. Огромное спасибо моему родителю Бекоеву Дмитрию, я благодарна очень сильно, Табуевой Марине,
наши родительницы, которые охотно приняли участие и получили огромный азарт и удовольствие в этом празднике. Дошкольным образовательным учреждениям районов республики дополнительно к основным памятные подарки преподнес директор спортивной школы Руслан Бибилов. А победителем соревнований депутат парламента от Единой Осетии Ацамаз Касаев. Получилось отличное мероприятие, которое показало ребятам пример единства, взаимоподдержки и сплоченности. Фатима Чочева, Арнольд Харевов. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее узнаем прогноз погоды на завтра, 29 июня. В Наурском районе республики ясная погода. Днем плюс 31, ночью плюс 18. В Заузском районе также ясно, днем плюс 30, ночью плюс 18. В городе Квайса ясно, днем 32 градуса тепла, ночью плюс 19. В Ленингорском районе ясная погода, днем плюс 33, ночью плюс 20. В столице республики в Цхинвале ясно, днем 33 градуса тепла, ночью плюс 21. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.